Эфир нашего телеканала продолжит итоги дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Систему окладов и стимулирующих выплат медикам пересмотрят в российских регионах. Новая система позволит выровнять ситуацию с оплатой. Нарушение природоохранного законодательства в период половодья выявили в Алданском районе. Недропользователь загрязнил водоемы. Привлекли ли виновных к ответственности? Налоги, бюджет и правила застройки обсудили на заседании городского совета в Нерюнгри. Как изменится работа Мунорганов в Южной Якутии. Ленские школьники проводят каникулы с пользой. Ребята помогают подготовить оздоровительную базу «Алмаз» к заезду отдыхающих. А делегация Якутии сыграет в ГО во Владивостоке. Столицей федерального округа проходит деловая часть чемпионата, старт которому дали космонавты Роскосмоса. Новые лесные пожары выявили в 3 районах Якутии. Об этом сегодня сообщили во время онлайн-совещания КЧС, который проводил председатель правительства региона Андрей Тарасенко. В Хангалском районе действует 2 лесных пожара. Один на территории Жемконского наслега площадью 2 гектара, еще один 310 гектаров. Один в Мегино-Кангаласском районе, а в Усть-Майском огонь находится в зоне контроля. Ситуация остается сложная. Это по Вилюйской группе районов, Нюрбинском, Сунтарском, Верхневилюйском районах и на территории Тампонского района, в районе населенного пункта Хандыга. На сегодняшний день по Нюрбинскому району у нас работает аэромобильная группировка Главного управления, а также авиация МЧС России Б-200 и Ми-8 МЧС России Хабаровского авиационно-спасательного центра. Также по Тампонскому району вчера убыла и сегодня уже приступила к работе аэромобильная группировка Главного управления. Также работает по защите населенных пунктов и по тушению природных пожаров. Вчера и на сегодняшний день также приступила к работе авиация РСЧС Республики Саха-Якутия, полярных авиалиний. На сегодняшний день они работают с водосливным устройством по тушению природных пожаров. Между тем, на территории Нерюнгринского района на сегодня зафиксировано 8 термоточек и 2 лесных пожара на площади более 200 гектаров. Там введен противопожарный режим. На тушение огня работали почти 40 человек и 3 единицы техники. Самый крупный пожар охватил территорию в 16 километрах от поселка Серебряный Бор. Его тушат 20 человек. Воду доставляет вертолет. Еще один лесной пожар действует на площади 10 гектаров в 34 километрах от поселка Нагорный. На ликвидации работают 8 человек. Хочу напомнить жителям и гостям города, нашего района, то, что с 27 мая на территории Республики Саха-Якутия действует особый противопожарный режим. Это означает, что разведение костров запрещено и ограничивается посещение лесов без служебной необходимости. Штрафные санкции за нарушение правил пожарной безопасности для граждан составляют от 1000 до 5000 рублей. В период половодья в Алданском районе выявили факты причинения вреда окружающей среде. Недропользователь загрязнил водоемы. Татьяна Вахнина узнала, как привлекли виновных к ответственности. Старый горный участок никто не разрабатывает, ни организации, предприятий нету, не наблюдаем. Река талая. Это кадры оперативной съемки, произведенные 29 мая сотрудниками Алданского комитета государственного экологического надзора на реке Талой, являющейся притоком реки Якакит. Вешние воды попадают в русло с отработанного горного полигона. Минувшей весной этот прецедент загрязнения водного объекта стал не единственным. В большинстве случаев нарушители определены. Это ручей Сланцевый месторождение, правый переток реки Левый Ылдымах. Это ручей Батырский, левый приток реки Артасала, которые загрязняют водные объекты. А это съемка, сделанная на реке Большой Куранах в середине мая. В водный объект попадают отходы деятельности, которую ведут недропользователи. По факту загрязнения реки в Алданский комитет государственного экологического надзора обратились местные жители. Были проведены работы у недропользователей на руслоотводной канаве, что вследствие чего вот вода омывает все берега свежие и дно берега руслоотводной канавы, и вот загрязняется водный объект.
В весенний период 2021 было выявлено 5 фактов загрязнения водных объектов. В отношении недропользователей возбуждены производства. В 2 случаях решения приняты. Виновные привлечены к ответственности. 3 материала находятся на рассмотрении. По факту загрязнения водного объекта вся информация передана в Росприроднадзор и районную прокуратуру. В период половодья ежегодно регистрируются факты нанесения вреда окружающей среде, и 2021 год исключением не стал. В настоящее время нарушения природоохранного законодательства устранены. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. К другим темам. Сегодня наряду с деревянными двухэтажками нуждаются в капитальном ремонте морально и физически устаревшие дома КПД. Они составляют значительный объем жилищного фонда столицы, в котором по усредненным подсчетам проживает порядка 60 тысяч горожан. Ульяна Шагина выехала в один из таких домов. По обращению жильцов, которые бьют тревогу, фундамент дома осыпается, а фонд капитального ремонта перенес сроки работ с 2018 на 2025 год. Жильцы дома по улице Бестужева, Марлинского, 9/2 начали бить тревогу, когда заметили, что конструкция дома начала осыпаться. Все это можно разглядеть невооруженным глазом. В некоторых местах с улицы даже видно помещение техэтажа. Вот эти руины, получается, над 2-м, на 3-м этаже. И наши соседи вот всегда говорят, мы ложимся спать и не знаем, то ли провалится дом, то ли будет нормально стоять. Но, слава богу, пока еще стоит. В своих бедах жильцы обвиняют управляющую компанию «Промышленная», обслуживающую их дом, которые вовремя не следили за техническим состоянием дома. Трубы в тех этажах подтекают круглогодично, только прошлой зимой они же и вынесли 2 КАМАЗа выдолбленного льда из-под здания. Капать не перестает и в летнее время. Тут откуда-то течет с этих. У нас трещины по домам, даже дома трещит все, звуки слышатся. Как оказалось, проблемы жильцов этим не ограничиваются. В квартирах верхних этажей протекает крыша, а для пенсионеров преградой является лестничная площадка. Тут мы спотыкаемся, падали. Моя соседка инвалидка, она кое-как тут выходит. Вот это здесь не было вот этого. Тут она сколько раз падала. Это уж. За техобслуживание ежемесячно приходится отдавать внушительную сумму управляющей компании. Жильцы показывают квитки и не могут понять, за что они платят, если нарушения никак не устраняются. Вот у меня двухкомнатная квартира, за техобслуживание я плачу 881 рубль. Я вот так вот логически подсчитала, если у меня двухкомнатная квартира, у нас дом здесь однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные. Техобслуживание в год у нас обходится где-то 1 200 000. Жильцы уверяют, что в 2018 году в доме должны были по графику провести капитальный ремонт, но по каким-то причинам сроки были перенесены на более позднее время. Не дождавшись помощи от управляющей компании, сами обратились в фонд капитального ремонта за разъяснением. Мы когда пошли, значит, в организацию, которая занимается капремонтами, нам сказали: ой, извините, пожалуйста, мы ваш срок перенесли на другой год, потому что у нас появился дом, который неотъемлемо вот на данный момент требует ремонта. И нас опять перенесли. В самом же фонде заверили, что переносов сроков по дому не было. Запланированный капитальный ремонт фундамента именно в этом доме в 25-27 годах. А в 30-м году ремонт фасада и крыши. Но у жильцов всегда есть право приблизить свои сроки. Для этого всего-то-навсего нужно всем домам увеличить размер ежемесячного взноса, отметили в фонде. Ну а если нет такой возможности, то придется ждать либо обвала, либо капремонта через 5 лет. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. В России запустят пилот по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении. Премьер-министр Михаил Мишустин постановил запустить его с 1 ноября в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, а также в Севастополе и в Якутии. Сейчас региональные больницы и поликлиники самостоятельно определяют размеры окладов сотрудников в отрасли. Отсутствуют единые требования к назначению стимулирующих и компенсационных выплат. В результате зарплаты медработников одного профиля и квалификации могут отличаться. Новый подход позволит выровнять ситуацию и избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом. Теперь об эпидобстановке. За минувшие сутки в Якутии еще 100 человек заболели коронавирусом. Из них в Якутске 61. По 7 заболевших в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах, 5 случаев в Усть-Алданском, 4 в Верхневилюйском.
Еще в 8 районах от 1 до 3 заболевших. Почти 2500 исследований на ковид провели в регионе за сутки. В Якутске сегодня 202 409 вакцин различного профиля. Сегодня мы получаем еще 1500, которые будут распределены по районам нашей республики. Первую вакцинацию за весь период получило 180 837 человек. Помимо этого лица старше 60 человек 40 682 человека. Во вторую вакцинацию, то есть полностью вакцинировались уже 125 656 человек. В том числе лица старшего возраста завершили вакцинацию 31 250 человек. Таким образом, использовано 88,8% вакцины, поступившей на территорию нашей республики, и мы продолжаем вакцинальную кампанию. Мы точно так же призываем всех получить вакцину в любых пунктах, которые приближены к вашему дому. Сегодня можно провакцинироваться как в медицинских организациях, мобильных пунктах, и кроме того, можно пригласить вакцинальную бригаду к себе на производство. Еще одна угроза здоровью. 42 укуса клещей зафиксировали больницы в столице региона и 4 районах Якутии. По сообщению пресс-службы управления Роспотребнадзора, больше всего случаев в Нерюнгринском районе – 14. 9 укусов в Алданском районе, по 7 в Якутске и Алекминском, 5 в Ленском районе. Заболеваемость клещевыми вирусными болезнями, такими как энцефалит, боррелиоз и другими инфекциями, не зарегистрирована. Все пострадавшие получили укол иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Всего привито около 1500 якутян. Между тем сообщается, что один из подтвержденных случаев боррелиоза приходится на Ленский район. От паразитов страдают не только люди. Клещей переносят на себе и домашние животные. Как защитить своих любимцев, знает Марина Крутихина. Это Дарья. Она работник приюта для животных «Уши, лапы, хвосты». Каждый день выгуливает по 20 собак. После каждой прогулки обязательно осматривает животных. Здесь о клещах знают не понаслышке. С середины мая несколько раз снимали их животных. В прошлом году было вот такое, что, однако, наверное, в июле это было, что практически каждый день, и не на одной собаке, и по многу, и прям чуть ли там гроздями снимали очень много. И причем дислокация самая разная, то есть это и голова, шея, и веки, и лапы. И вот лапы, конечно, это очень сложно обнаружить, подмышки, то есть это может быть и на хвосте, где везде. То есть рекомендация только гладить собак своих побольше, как можно чаще во время выгула, после выгула. В ветеринарных клиниках ежедневно принимают пушистых пациентов с клещевыми укусами. И не только собак. Кошки тоже становятся жертвами кровососов. Недавно с усатого пациента сняли 8 клещей. А ведь защитить питомца можно заранее. Есть наружные средства, есть ошейники, есть попоночки какие-то. И самый такой основной и, скажем так, действенный способ – это системные препараты для собак. Это сейчас препараты Симпарика, Бровекта. Они, конечно, дорогие, но я считаю, что спокойствие владельца и здоровье питомца дороже, чем деньги. Клещи могут выбрать своей жертвой домашнего питомца, а могут использовать собак и кошек как средство передвижения и уже в квартире перебраться на вас или вашего ребенка. Поэтому после посещения мест, где могут обитать клещи, лучше тщательно проверить себя и своего любимца. Такой осмотр только порадует вашего питомца. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». К другим новостям. В Татарстане открылась выставка инновационных проектов «Саха Innovation». Она базируется в IT-парке города Казани. В торжественной церемонии открытия принял участие глава Якутии Айсан Николаев. На Волгу из нашей республики приехали резиденты IT-парка Якутска. Всего это 12 инновационных компаний. Они предлагают уникальные разработки в сфере медицины, обучения персонала, анимации, производства и компьютерных игр. Также в рамках выставки Мининновации Якутии и Минцифры Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве. Документ позволит установить прямые контакты в области цифрового и инновационного развития регионов. Для того, чтобы еще быстрее развиваться и идти в ногу со временем, нам нужно встречаться с своими коллегами из других регионов, смотреть их наработки, смотреть организацию сферы поддержки инновационного бизнеса. С этой точки зрения, конечно же, Татарстан является лидером нашей страны. Это здесь уже свыше десятка лет
это направление очень серьезно поддерживается со стороны государства, и сегодня оно уже превратилось уже в самодостаточную отрасль, которая генерирует и тысячи рабочих мест, генерирует огромное количество налогов. Уверен, что и якутское наше IT-решения, IT-технологии в ближайшее время уже смогут обеспечить достаточно серьезную часть нашей экономики своими решениями и, конечно же, займут достойное место в целом, скажем так, в структуре нашей экономики. Я хочу вас поблагодарить еще раз за предоставленную возможность, в том числе познакомиться с вашей хорошей большой командой. Сегодня мы уже говорили о том, что вот есть два интересных проекта в области медицины. Один связан с так называемым таким первичным онкоскринингом, второй проект связан с распознаванием патологии на снимках компьютерной томографии. Эти два направления, которые мы возьмем в работу. Якутия и Татарстан расширяют сотрудничество и в других сферах. В Казани глава Якутии Асан Николаев и президент Татарстана Рустам Миниханов подписали документ о совместном развитии торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и научной деятельности. У республик уже налажены прочные связи в области сельского хозяйства, культуры и искусства, развития языков, литературы и образования. Перспективным направлением является развитие туризма и кадрового потенциала. Отдельно глава Якутии отметил взаимный интерес регионов в развитии сферы использования газомоторного топлива и газовой промышленности в целом. Не остались в стороне и здравоохранение, а также социальная сфера. Здесь планируется обмен научно-практической информацией, лучшими практиками в области организации работы органов соцзащиты и службы занятости населения. Также в 2022 году намечено проведение Дней Татарстана в Якутии. Подготовительные работы к этим мероприятиям в Казани уже начались. В Нерюнгри состоялась 26-я сессия городского совета депутатов, что обсудили в материале Ирины Кичигиной. На повестку было вынесено 10 основных вопросов. Это отчет главы муниципального образования город Нерюнгри за 2020 год, внесение изменений в положении о местных налогах, внесение изменений и дополнений в решение Горсовета о городском бюджете на 2021 год, исполнение бюджета за 2020 год и остальные 6 о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Нерюнгри. Отработали хорошо. Очень плодотворно, шумно. Где-то приходится доказывать, объяснять и так далее. После сессии также у нас состоялся небольшой диалог, вопрос-ответ. Это депутаты задавали вопросы работникам Нерюнгской городской администрации, управлению городского хозяйства. Из раздела «Разное» рассмотрены предложения по организации патрулирования на территории парка культуры и отдыха имени Черяева в летний период и законодательная инициатива в Государственное собрание Ил-Тумен по транспортному налогу, которая предусматривает, чтобы 50% транспортного налога оставалось в городском бюджете на развитие автодорожной системы. По данным налогового органа, эта сумма составляет 90-95 миллионов в год транспортного налога. То есть на территории муниципального образования для пополнения дорожного фонда может оставаться 45-50 миллионов рублей в год. Эти деньги, так как будут пополнять дорожный фонд муниципального образования, то можно даже переписать его целевое назначение на текущий капитальный ремонт дорог местного значения. По всем вопросам вынесены положительные решения. Кроме депутатов, в зале присутствовали представители городской администрации, управления архитектуры и градостроительства, управления городского хозяйства и руководители бюджетных учреждений. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. В отделении Пенсионного фонда по Якутии сообщили об изменении графика доставки пенсий и иных социальных выплат в июне месяце. Связано это с празднованием Дня России. Так, доставка выплаты по графику с 12 числа переносится на 11, то есть на один день раньше. В якутских пригородах доставка на дом 11 июня будет произведена за 11 и за 12 число. В связи с праздничным днем 12 июня, День России, доставка пенсий за 12 число будет осуществлена 11 июня пенсионерам, которые получают пенсии на дому.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники архивов. Международный день берет начало с 1949 года и призван привлечь внимание общества к сохранению исторического и документального наследия. Один из самых крупных архивов на Дальнем Востоке – это Национальный архив Якутии, в котором хранятся 1,5 миллиона различных дел. С 2014 года он начал активную работу по оцифровке своих документов, и на сегодня переведено в электронный формат почти 80% описей. Кроме этого, оцифровке подверглись и различные документы периода Великой Отечественной войны из фонда военкомата. Сейчас в электронном виде у нас доступны материалы по семейных спискам 27-28 годов, метрические книги с 1896 года по 20 год, ревизские сказки. С ними можно ознакомиться любому человеку, зайдя на наш сайт Национального архива, пройти по ссылке программы АИСЛР архив и зарегистрировавшись там. Там можно смотреть описи фондов, какие дела у нас есть, можно оформлять требования на электронные образы документов и их просматривать. У нас в открытый доступ это с 2019 года был выставлен, но вот за 2020 год у нас нашу базу данных посетили 15 тысяч раз, просмотрели образы документов более 27 тысяч раз. Это много? Это очень много, посещение прям растет в прогрессии большой. Летние каникулы только начались, и многие школьники Ленска хотят провести их с пользой. Находят время как для отдыха, так и для работы. На базе станции юных натуралистов организованы трудовые бригады. Ребята помогают подготовить оздоровительную базу «Алмаз» к заезду отдыхающих. Рассказывает Светлана Балеева. Убрать засохшую листву, подмести бетонные дорожки, полить цветы. Эту несложную работу выполняют ребята из трудовой бригады на территории детского лагеря «Алмаз». Даниил Шевченко уже не первый год работает в трудовой бригаде. Признается, что рад, что есть такая возможность провести время с пользой, да еще и заработать свои собственные деньги. Решил сюда пойти работать, потому что, как-то решил, в общем, не сидеть дома. А то, чтобы ноги размять и немножко подзаработать. Я свои деньги трачу, хочу потратить в помощь моей семье, так как мама у меня справляется одна, и ей нужна, так сказать, мужская помощь. Таких, как Даниил, здесь мало. Он ответственно подходит к своей работе, делает все, что его попросят. Не стоит без дела, успевает сделать свою работу и помочь другим. Екатерина и Аксинья первый год работают в трудовой бригаде. Одной из девочек посоветовала сестра, другой – классный руководитель. Обе, долго не думая, позвонили, узнали, записались. Сегодня с удовольствием работают. Я узнала от сестры, она работала в прошлом году. Сказала, что здесь круто. Я тоже решила, почему бы и нет. Чем еще заняться летом? Лучше, мне кажется, полезным делом. Плюс еще можно заработать денег и потратить на то, что ты бы хотел. Я буду просто копить деньги, а потом решу, на что потратить. Каждое утро ребят перевозят на рабочее место школьный автобус. Трудится бригада с 9 часов утра до часу дня. Мы будем до начала открытия лагеря работать здесь, помогать озеленять, уборка, то есть все возможные благоустройства, отвечаем за полив растений, высадку. Сегодня ребята занимаются конкретно уборкой территории. А ребятам нравится, желающих на самом деле было очень-очень много. То есть и до сих пор звонят и спрашивают, а можно ли записаться. Каждый день у ребят проходит плодотворно и результативно. А главное, ребята уезжают домой с приятным чувством выполненного долга. Ведь каждый из них вносит свой весомый вклад в благоустройство территории лагеря, от которого зависит комфорт и отдых юных ленчан. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. К новостям других регионов. Участников деловой программы чемпионата мира по игре ГО принимают в Дальневосточном университете. На событии собрались представители власти, бизнеса и компаний мирового уровня. К участникам обратились космонавты, которые пристально следят за ходом турнира и игроками. Открыли работу первой сессии космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Олег Новицкий. На матче политиков и бизнесменов сыграли завершающую комбинацию в челлендже «100 ходов» до Всемирного фестиваля Genius Extreme. Участие принимают и делегаты из Якутии. От Якутии во Владивосток приехало 11 человек. 4 из них – это члены нашей национальной сборной, плюс запасные. В Кубке России мы показали довольно неплохой результат. Каждый, кто-то более хороший, кто-то менее хороший. У меня, например, 3 победы, 2 поражения. Я считаю, вполне неплохо сыграл. А в командном чемпионате России, судя по всему, хотя я точно еще не знаю результат, скорее всего, мы заняли 5 место из 6. Но на самом деле это первый раз, когда Якутия вышла в финал чемпионата России командного. И это на самом деле потрясающий результат. Мы никогда такого не показывали. Надеюсь, что в следующие годы мы сможем составить
более серьезную конкуренцию западным командам. Но, в частности, мы обыграли Свердловскую область. Это большое для нас достижение. Была такая принципиальная победа. Было очень тяжело. Соперники были сильнее, чем мы. Но мы справились. Также мы сыграли в ничью, сенсационно, я считаю, со сборной Питера. В Питере также очень сильные игроки. Несмотря на это, мы смогли выиграть 2 партии из 4. На этом программа подошла к концу. Не забывайте носить маски в общественных местах, регулярно мойте руки и держите социальную дистанцию. Также немаловажную роль играет вакцинация. Сотрудники нашей редакции уже получили прививки, не оставайтесь и вы в стороне. Спасибо за внимание. До свидания.